записать несколько видеоуроков по татарскому народному танцу, и если кому-то пригодится, буду очень рада. Урок первый. Положение рук в татарском народном танце. Девушки. Первое положение рук на юбочке. Частая ошибка – ручки к корпусу прижаты. Это в корне неправильно. Нужно, чтобы локоточки смотрели по сторонам. Второе положение рук на платочке. У меня его нет, я имитирую у себя платочек. За кончики платочка. Третье положение рук комбинированное. Одна ручка на юбочке, другая на платочке. И четвертое положение рук используется в том случае, если танец парный, и чтобы скрыться от мужского взгляда, татарские скромные девушки делают рукав. Мужские положения рук. Первое на пояс. Прям нужно держаться за пояс, которого у меня тоже сегодня нет. Имитирую. Второе положение рук. На пояснице ладошечками кверху. Третье положение рук. На тюльтиночке ручки, но не прижимать. То есть они в воздухе только делают вид, что прижимаются к голове. И четвертое тоже комбинированное. Одна на пояс, другая на тюльтин. А теперь просто повторим. Название урока номер 2 – ход татарского танца. У каждого есть свое название, и я постараюсь проговаривать каждое из них, но если кому-то будет непонятен мой ломаный татарский, то в конце, когда мы будем повторять, обязательно будет внизу все прописано, и вы сможете прочитать, как это произносится правильно. Бірінші йөреш. Первый татарский ход исполняется на полупальчиках. Делаем шаг широкий, два маленьких, пауза. Шаг, два маленьких. Раз, два, три. Икинши йөреш. Второй татарский ход, его еще называют стремительным. Сюда добавляется элемент перескока и бега. Показываем. Раз, два, три. Раз, два, три. Үшінші йөреш. Третий татарский ход. Очень просто исполнение. Начинаем с правой ноги. Раз, два, три. Подставили. Теперь с левой. Раз, два, три. Подставили. Снова с правой. Раз, два, три. Подставили. Сменим немного положение рук. И дуртенши йөреш. Четвертый татарский ход. С правой ножки начинаем. Раз, два, три. Ножку на щиколоточке прижать. С левой раз, два, три. Раз, два, три. Шедан йөреш. Ход с каблука. Очень простое исполнение. На каблучок подставить. Каблучок подставить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Аяк ышынан йөреш. Ход с полупальчиками. Он практически такой же, как прошлый ход, но ставится ножка не на каблучок, а на полупальцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, полупалец, стопа, полупалец, стопа. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последний ход – сығылмалы йөреш. Пружинистый ход, где идет ряд шагов
конце легкий перескок. Ручки еще раз поменяли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но сейчас повторим все 7 ходов, изученных выше. Помним, что при исполнении всех ходов корпус выдаем немножечко вперед. На нашем третьем уроке мы разберем движения татарского народного танца относительно простые и несложные в исполнении. Движение номер 1. Эпипер. Носочки вместе, пяточки вместе. И пошли. Раз, два, раз, два, раз, два. И обратно. Раз, два, раз, два. Раз, два. Движение номер 2 – шеше. Его еще называют гармошка. Итак, раз носочки, два пяточки, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Это в простом варианте, и можно усложнить, сделав вокруг себя. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Движение третье. Тизмен. Нанизывание. Это движение характерно тем, что оно больше не встречается ни у одного народа. Эксклюзив, так скажем. Выполняется. Носочек на пяточку, носочек, пяточка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движение номер 4. Шубе. Цепочка. Раз, два, три, четыре. А теперь круто. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движение номер 5. Ике паряк, белен шанштеро. Это движение очень похоже на русскую народную моталочку, но не нужно путать, так как в обычной общепринятой моталочке ножки идут очень захлестываясь назад, а здесь ножка будет идти под щиколотки движения. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Движение номер 6. Икеле бещек. Двойная зыбка. Ножка идет до уровня щиколотки, опускается немного впереди наискось и затем приходит в исходное положение. Но все это делается в прыжке. Итак, и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяли.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Движение номер 7. Укша-даш. Пятка носок. Движение аналогично предыдущему, но здесь мы будем ставить ножку перед собой и на пяточку. Приподнимаем, на пяточку выводим и в исходное положение также с прыжком. Начали. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Можно поменять ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее движение в третьем уроке. Движение номер 8, которое называется акцентле теру. А строчка с акцентом. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, и семь, и 8. Повтор всего изученного на третьем уроке. В котором мы рассмотрим движения, которые чуть-чуть более сложные, чем все предыдущие. Упражнение борма. Сначала покажу исполнение в женском варианте. Оно отличается тем, что работа ног более мелкая и прыжочек очень низенький. В мужском исполнении идет более высокий прыжок и более высокий захлёст ногами, то есть движение гораздо шире. Следующее упражнение, как разновидность предыдущего, называется ялте борма. Буду делать в мужском варианте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и 8. Следующая разновидность этого движения – айнеле борма. Оно осложнено поворотом. То есть к обычному простому движению добавляется поворотик. Итак, правая ножка на каблучок, левая, поворот опять на правую, левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Упражнение Б-Ялтан Шанштурм. Женский вариант. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. В мужском исполнении происходит все то же самое, только прыжок более высокий и ножки открываются более высоко и от колена, а не от кудыги, как в женском варианте. Самое сложное для меня название «Ике аяк белян када каху». Самое длинное, что в переводе означает «забивание гвоздей двумя ногами». В исполнении оно может быть не очень сложное, хотя при проучивании
исполнение идет с выворотными ножками, то в татарском народном танце ножки параллельные. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и осталось пару движений с самыми вкусными названиями. Первое движение – пашмак. Для тех, кто играл в детстве в классике, совершенно не составит никакого труда его быстренько схватить и выполнить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Быстрее. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и на десерт самое вкусное и самое сложное – паш-пашмак. Закрепление четвертого урока. В заключение хочется сказать, что все, что мы изучили на этих видеоуроках, это лишь основы общепринятого татарского народного танца. На самом же деле татарский танец очень многообразен в силу особенностей этнических самих татар. Ведь, например, танец астраханских татар будет очень сильно отличаться от танца сибирских, крымских, пермских или тех же казанских татар. Но это уже отдельная тема для разговора и отдельные видеоуроки. Танцуйте вместе с нами.